Чого ти з тими дівками не женився? Ну ти я й тепер же ж хочу танцювати. До обіду пісня не лється. Вечеру на стол, ел не ел, а песни поспевал. Вот я буду так, а ты вот так. Ну а на ветре нам ничего не мешает. Туман, туман, очак. Все село, он деда позирам, что там за крик в этой хате. Танцуючи, и я там за зверами подскакай пустил. Дома 2 коровы, 4 свиней. 3 детей. Нравится, не нравится? Спевай, моя красавица. Многое лето, многое лето. Вот на первый день и шли люди сами. Знали, что у нас кермаш в Речеве, мы не приглашали никого. Ну, люди знали, это такие обычаи. Надо прийти на кермаш. Вот в этой хате живет моя тетка, или там моя знакомая. Я должна ее посетить на кермаш, потому что для нее это будет радость. А что приносили с собой? Ничего не приносили. Если знали, что дети в хате, детям орехи лесные, я знаю, нам приносили гарбузовые семечки, подсолнечные семечки, разом помешают, и нам высыпали. Мы там на полику дети сидим, у нас было 5 детей у батьки. Мы все на полику сидим, а тут за столом гости. У нас был такой порядок, дети не мешали, дети сидели сами. И они нам насыпят там ворожками, понасыпать это тебе, это тебе, это тебе, уже мы там раскошуем. Вот такие были гостинцы. А так, чтобы шли, не, это на свадьбу шли, то несли кто что мог. Вечером все в клуб. На улице музыка играет, до клуба. А в клубе танцуют до полуночи. И этот праздник остался до теперешнего дня. Хотя у нас церкву раскидали где-то в 30-х годах, раскидали церковь. А теперь она уже у нас возобновилась годов уже, может, 10. Ну, церкви самой такой нема. Примитивный такой уголочек мы сделали в здании бывшей школы. Помню, я зусим была малая, к нам приходили на кермаш у хату родня батькова. Там ну, уже покермашують, это значит погостюються, пообедають і пісні. Пісні мой батько вообще любив співати, он так співав. Я от батька, видимо, это все и забрала. Я не наслухалась этих песен, я з малку з батьком співала. Батько бере на бас, а я на подголосок. Даже люди, вот слухайте, там Коля спевает со своими детьми. Вот я и любов батька, видимо, привил. И танцы те самые танцую, які колись танцевали, и песни спеваю. И не только мы в нашей хате эти песни спевались они по всех, все наши люди деревенские эти песни знали и спевали. Потом в клуб собирались, протанцевали танец. Ага, уже важко. Значит, треба отдохнуть. А отдохнуть як? Стали в уголочок, спевають песню у клубе. Отспевали песню, тут гармонист обратно новый танец. И снова пошли танцевать. Вот такие были передышки у клубе. Ну, теперь молодежь, ну не так. Вот вы молодцы, вы вот эти танцы, вы, я погляжу, так меня радость берет, что вы подняли из того свету наши танцы. Был у нас директор школы, когда-то его охота была такая, наши девки на улице спевают, и он послухал, а да, я сотворю этот коллектив. И это он не нам, это без нас было еще. Он їм грав, і цей колектив славився тоді. Він набрав гурт молодих людей. Тоді було ж молодих. Хто ще замуж не ходив, як у селі. Ти замуж пішла, вже ти не маєш права бігати на танці. А дівок тоді хватало. У нас фотографія є така 50-го года, де вони сфотографіровані, ці всі дівки. З 57-го года вже молодіше, вже більше було. А это только девки, уже потом она замуж пошла, она уже рада пойти, но не каждый пустить мужик ее. Пасля, калі ўжо Васіль Петрович стаў менш актыўным, то быў такі перыяд, калі гурт
Ён як бы існаваў, Існаваў, да. але ён не быў гуртом, который актыўна выступае, актыўна Они працуе. все этим гуртом спевали на призбе. На улице призба, знаете, что такое призба? Вот як неделя, як праздник, все збирались в гурт той самый, и они все на одну выгукивали, пошли поспеваем. И спевали под заборами, на лавочках. А я малая туди уже ходила, я научилась тоже с этими песнями, они меня туди принимали. И вот пошло дело, я поехала и пошла. А подросла, то давай, думаю, давай я этих девок назад заберу. Уже они постарели, все уже в их внуки, давай я их соберу. И где-то в 79-м, 80-м точно так вот. Начала на своих, ну, не то, что я там должность какую-то занимала, просто мне так хотелось. Мне хотелось, щоб вот эти люди знов заспівали на сцені. Ну, ви І я з працювали ними. бухгалтером. Я уже бухгалтером пошла в 66-м году на работу. В сельском совете я робила бухгалтером. До 6 часов вечера на работе, к 6 домой. Дома 2 коровы, 4 свиней, 3 дітей. Газу не було ще в хаті. Треба було хазяїн шофером у колхозі. Поробил колхозную работу, после работы давали нарад населению, тому дрова привезти, тому сено привезти, ще после работы. Это он приходил додому вечером, помогти не было як. Мне треба было и полено пересекти, бо грубку надо затопить, вечери наварить, детей покормить, хозяин придет с работы. Вот он приходит, я уже прошуся, мне там треба сходить, у меня жанки на улице ждут, уже под хатой. Пусти меня в клуб, мы там песню яку разучим. Ну, кривив душою, но пускав, ходила и до теперешнего дня хожу. И учили с этими бабами эти песни, я их все попереписывала на тетрадку, и мы их начинали спевать. Ну, везде, где бы мы ни были, нас принимали люди и с дипломами приезжали, куда вызывали, вот это районные смотры, конкурсные программы, где были и в Гомеле, и в Минск на радио нас вызывали с этими нашими бабками, мы все ездили, они рады были, что их, каже, на старость хоть свету побачила. А пригадайте, чому Дубравиця? А Дубравица, мы сами это нашли, так его назвать. У нас за селом полянка, называется Дуброва. А эти же молодицы ходили, а там теперь поле. Там и на том поле то кукурузу пололи, то бураки пололи. И всегда на работе в обед песни там раздавались. Ну и все, женки, на вашей Дубравице будем спевать, в клубе будем спевать. Ну ладно, на Дубравице мы там покрутились, поспевали, вечером придем в клуб. Добре. Вот Дубравица и пошла у нас от этого. Спевали доярки, спевали полеводы. Ну, больше таких не было, чтобы другие какие-то были специальности у меня. Доярки, полеводы. Доярка доить коровы до 10 вечера, а потом бежит в клуб. Потому им нравилось за мной спевать. Им нравилось, потому что мы проедем куда-то, не свету побачить. И они шли ко мне спевать, эти доярки. И мы спевали до 2 часов ночи. А ще з клуба і дому ще не наспівали, ще по селу пісня розливається. До вас приходили, асабліва ў тыя часы, людзі, якім вельмі падабалася спяваць, якія, як і вы, хацелі спяваць. Але была такая праблема, што трэба было дамаўляцца з іх сям'ёй. І неважна, жонка ці муж, усё роўна былі такія вось пытанні. Раскажыце. Если жонка хорошая спевачка, то чоловік не співає. Він не хоче її пускати. Я зашла в одну хату погану, она там вон на краю села жила, уже тоже ее нема. Она уже пришла, а он на печи через комин кричит: ты уже пришла? А ну марш с хаты, это на меня так. Ты уже что, пришла, командир? Дядька, ну пустите Ганну, ну пустите, дядька, ну пустите. Что, ей работы нема, что она пойдет туда на... Так, посварится, потом выскакивая с той печи, кидается биться. Даже меня вот так убрал за грудки и у двери выпихали с хаты.
Да. Я постою там, а Ганна та його вговарює, Василь, так що не хороше, що ти це робиш? До нього Анюта йде, її діти малі осталися в хаті, до нього її Іван пустив. А що ти мене не пускаєш? Ми ж уже люди старі, люди ж будуть сміятися, що ти мене не пускаєш. Іди, посміх. Ну, та Ганна танцюючи, і я там за дверами підскакаю, пустив. Другий зайшла по другого, а з Ганною в этой дом, в следующую хату вже вдвоєх. Там тоже мужик не пускал жонку. Они доярки были обидві, они знали, что они наробились там уже. То это кому вы равняетесь? А этим гулякам? Они наробились, а куди ти їх забираєш? Хай йде віддихати, і в 4 часи ночі вставати, доїть корови, йти на ферму. Ну то она что, согласна, что вы ей не пускаете? А он, что, на тилі? На тилі. Як так-то її ноги болять, голова болить, а на тилі? Куди йдеш на тилі? Это на танці, де вроде бы на тилі. Но она забирается, не слухала. Это была бойка баба, она не переживала. Но это все равно с языка своего усадить, покричить, попужая. Но она оделась за мной, уже мы втроёх пошли до следующей хаты. А были такие, что и не пускал жонку в хату. А что, мы задерживались допоздна? Коли ти доярки подоять корови, прийдуть серед вечора, і до 2 часов ночі йдемо домой у 2 часи ночі, а він защепиться, жонка на вулиці, каже, я ночувала у сараї. Ну, все одно йшла. Ну і ваш же муж так само, не сказати, що він вельми моцно підтримував. Ну, он в первое время тоже не хотел, что я ходила сюда. Ты своє вже танцевала и отспевала, он сказал. Ну, я просилась, я вельми хотела. Но он знал, что я люблю спевать, потому что всякие были причины, я на причинах там не молчала. Там были, где Галя, там и песни, там и компания. Он знал таке. Говорю, слухай, ты ж в клуб ходил, ты бачив, я в кутку не стояла. Это ты стоял. И там другие девки стояли. Чего ты с теми девками не женился? Да меня из круга забрал, и с песнями, и с танцами. Ну, ты я и теперь же хочу танцевать. Ну, пускал, и покричить бывало. И... Ну, а потом привык под старость, уже я все, Миша, я пошла. Добре. Ну і жонки ж мужов не пускали, це ж не то, що тільки мужчини так Да, ревностно. зашли в одну хату, уже не дом, в хату. А, мы постукали в окно, а он сидит за столом вечеряє. Он глянув, ага, дівки там. Надя, я йду тепер у клуб, у нього дівки стоять під окном. А Надя хай піднімає, нікуди ти не пойдеш. Помолився з дітьми. Он на печь. Надя, не кричи. А сказала, не пойдешь. Мы в ту хату, Надя, ну пусти, Надя, пусти. Мы тебе и гостинцы дома, мы давали гостинцы, щоб пустила, як і мужику давали, щоб пустив жонку, і жонці давали, щоб пустила мужика. Ну, вони ж були такі цінні у нас, так як мужчини, так і жінки, що ми без їх не могли. Є ж ведущі, от такі, що без їх не можна. Вони в нас такі були, тепер таких молодих нема. А вы вось калі збіралі людзей і людзі гэтыя, вы хацелі стаць калектывам такім, который ездзіць па розных мерапрыемствах, ці вы просто сабраліся спяваць, а Не. там ужо так атрымалася? Мы хотели добиться, мы хотели доказать, что мы речевцы, что у нас лучше спевают, чем там где-то в другой деревне. Мы старались. Я ей подсказывала, не слухали, никто не обижался, бывало же всяк. На сцену вывести я каждой бабушке завязывала сама хусточку. Я каждой бабушке губы подкрашивала. Я стань погляди, як тобі я фартушок і подвяжу. Я, щоб юпочки хорошо, щоб ножки постаньте, я погляджу, як ви ножки поставили, щоб так стояли. І всі мене слухалися, і ніхто в обіду нічого не брав. Тому що ми хотіли, щоб нас похвалили, а не так лиш би відбивати. Ми не відбивали відбиваловку. Ми хотіли, ну, выступить, і щоб наша душа веселилась за нас самих. Вы памятаеце, вось у дзяцінстве вы любілі спяваць, так? Вы Любіла. шмат спявалі. Любіла. Можа быць, вы прыгадаеце, што вам казалі і ў сям'і, і знаёмыя проста?
Ну, на меня казали батяня. Что батька мой спевал, от батяня, весь батяня. У нас семья певучая, так батька, вот и дети наши пошли, и спевали мы все с батьком, А семейные. бабули, дядули ваши? Я не помню бабулі, дзедулі, не помню они. Значыць, ваш бацька гэта ваш асноўны настаўнік. Настаўнік. Прыгадайце, калі ласка, вось як вы ўвогуле з якіх гадоў вы сябе памятаеце, што вы спяваеце і што бацька спявае? Ну от представьте, сколько мне было годов, як я на печі сиділа ще зимою. Батько сидить в хаті і роботу робить там. Він майстрував шкафчики, столики. И он мог зимой в хате это все робить вечером после работы, потому что днем дела не было ему этого коли робить. Все ходили на работу, надо было выработать стаж, надо же выработать трудодни за месяц. А вечером, ночью робил. Ну, чтобы... И за этой работой батько сидел и спевал. А я на печи сидела. И батько под раз, два раза, эта песня же остается, дети быстро запоминают. Я с батьком спеваю. Там сестра меньше за меня на 5 годов. Она мне мешает. Я кричу, тебе не треба, молчи, ты еще малая. А я уже такая была велика. Куда твое дело, ходила в другий клас, в первый. Малая зовсім була. Співаю з батьком. Батько каже, от, доня, тут возьми так, вот так. А батько мой тоже мог брать на подголосок, мог брать и басом. Так и он, вот, я буду так, а ты вот так. Я як-то мне это в голову пришло, и я, ну, с батьком на подголосок беру в хаті, з пісні у нас. Люди йдуть, мать моя каже, Господи, де ти ту хату поставив посеред села? Все село, он і діда позирам, що там за крик в этой хаті. Хай би ти поставив где-нибудь у лесі, де людей нема. А мы песни, а потом батько под язык, Камаринскую, я помню, все вон, Камаринская, раскамаринский мужик, это он все пританцовывал сам, выбивал так ногами, выбивал, а мы так рады поглядати, як батько танцює. Щепа, тата ми його звали. Давай ще ти потанцуй трохи. А в його є гірзові сапоги, які вони і на праздники, і на будні. Як пойде по хаті вибивати ногами, це Камаринський. Ну, брали же, и мы такие хотели же того робить, чтобы такое робили. А што ваш тата казаў, адкуль у яго такая і любоў да спеваў, і здольнасць такая? А что он? И он тоже остался от батьков рано. Годовался, як бы сиротою, старшая сестра его годовала. У детстве, говорить, у лесу его детям отправили на подсочку. Знаете, что такое? Нарезали сосны и смолу, чтобы смолу собирали из сосен. А они нарезали вот эти стволы, чтобы подставляли лейки, и текла туда смола. Вот и он детям бывший уже вот эту работу выполнял, в лесу ходил со старшим, там его пристроили к какому-то старшему, и они вдвох ходили. Что они робят? День песни спевают. С детства он так и научился вот так от этого. Ев, не ев, а песни поспевал. А Что? осталось его, я не знаю, ну а так, от чого это бывает, природа так мо чоловіка создає. Можа, ён штосьці казаў, чаму ён спявае? Бо вось адныя смяюцца, другія не разумеюць, а вось ён спявае. Што ён казаў, чаму так? Ну, он каже, песня помогает жить, она забывается и горы. Были же недостатки, были не одетые и не обутые так, як треба. Я в резиновых сапогах проходила зиму в школу у Туров. В резиновых сапогах. Это, знаете, зайдем в школу, зима, кипень, а мы в резиновых сапогах. Вся наша компания здесь села туда, в школу. А наставница наша классная, позирая, я на первой парте сидела, так видно мои ноги в резиновых сапогах. Она говорит, дети, вы же на старость не сможете ходить этими ногами. Это прошли. Або яка машина подвезла, мы померзли, там не чутно ноги дубовые. А посидели в классе тепло, ноги в той резине попарились. Это же все же не к добру. А ми так і радувалися этому ще. Що в нас хоч чоботи є, да не треба лапті обувати. Уже лапті ушли, вже чоботи пішли.
А ще я застала і лапці. Голос, яким ми співаємо, яким ви співаєте, ці тлумачу ён нешта вам, бо голос же може бути больш заціснуты, менш аб'ёмны, больш аб'ёмны, розны, можна па-рознаму спяваць. Ці вы вучыліся неяк у гэтаму? Не, то як воно у нас самого по собі йшло. Ніхто в этом не розбирався. Ну що, якщо хтось там не підводить да кричить, то чутно, що вона кричить. Ти не співаєш, ти кричиш. І от же ж і в нас чутно ж, як голос сливається, а як не сливається. От, ой, давай Федю, от Федя нам підведе, там іде, яку дудку грає. От так у нас сказали. От її голос лється к нашому басу. А я така підголосок, такий, що не хочеться співати з її. Вона кричить, вона не чувствує, перекрикує, а треба чувствувати, щоб твій голос вливався сюди, щоб воно, ти не перекрикувала, сусіда не перекрикуй. Ти должна співати так, як, щоб ти чула сусідову пісню, а не свою, його голос, а не свій. Если ты будешь чуть, что спеваешь ты, значит, ты перекрикиваешь. Ты мешаешь всему коллективу, твой голос возносится, выделяется. А як пры гэтым чуць сябе, каб не фальшывіць? Если ты чуешь себе, уже ты фальшивишь. Если ты не чуешь соседа, а чуешь себе, уже ты фальшивишь. Треба чуть, як спеває сосед. И ты, значит, твой голос сливается в одну линию. Если ты чуешь, что сосед спевает, а ты себя не чуешь, да, значит, вы нормально спеваете, ваши голоса сливаются. Я вот и теперь своим девкам говорю, девки, не кричать. Ты ж кричишь, некоторая обидится, но потом поймешь, что она правильно, это так, ей надо поправили. Ты слухай соседа, ты перекрикиваешь. Тебе чутно выше всех, не надо так. Скажыце, калі ласка, вы разумееце, як вы працуеце са сваім дыханнем, калі спяваеце? Это великое мае, ну, значение великое, дыхание. Но мы не умеем брать дыхание, как положено. Но я стараюсь так и девок приучать своих, чтобы вы не останавливались, чтобы не делили слово на части. Передышки не берите. Давайте уже... Я уже ходила в другие хоры, нас приглашали в туровские хоры, мы ходили, до нас уже там руководитель с нами работал. И он нас учил цепное дыхание делать. Если мы с песней спеваем и прорываем ее на слова, делим, например, «Гусоньки, ой, гусоньки настал», скажет. А надо ей протянуть мелодию до конца. А там сделать всем вздох. Но если ты не выдержал, то вы старайтесь один одного чувствуете. И делайте цепное дыхание называется. Я вздох, ты ведешь, потом я веду, ты вздох хапай тогда воздух, если тебе не хватит до конца довести. Но разом не треба робить, потому что некрасиво. Песня, она не отсекается, не льется, а на части. Оп, оп. Там вздохнули, перервали ей наполовину, там перервали наполовину слово. Так некрасиво. Ну, гэта вы вось уже гаворыце больш пра выкладчыкаў, которые ўжо недзе павучыліся і уже я где-то поучилась, и а уже вот... з імі і ім такое уже цяпер говорю. А як было ў 80-е, калі вы гэтак жа добра працавалі з дыханнем і маглі спяваць і голасам сваім валодаць, і пры гэтым не карысталіся тэорыяй такой? Что-то так, я не, вот, може я не приглядывалась к этому раньше, не знаю як, ну, спевали жанки і з мужчинами, это треба было слухаць. А скажыце, калі ласка, вы адрозніваеце, калі вы спяваеце ў памяшканні і на адкрытым паветры? Конечно, адрозніваем. Если на улице спеваешь, так ветер будет тебе в рот, як это пение. Треба так стать. Бывает, что мы на улице часто выступаем, но мы занимаем такое положение, чтобы нам ветер в спину дунул. То ветер относить, и дыхания нема такого, як треба. И наши песни относить, Бог знає куди. Люди вон там спереди, тебе ветер от людей, и песня не льется вот так вот. Она пошла за ветром. А як вы запаўняеце прастору на адкрытым паветры, каб песня лілася?
Ну вот я говорю, становишься за ветром, Ну, так? а коли ветра нема, допустим, Ну, а на ветра нема, то нам ничего не мешает. Спеваем и становимся так, как на сцене, и все. и песня льется. И песня льется, як ветру нема. Особенно после обеда. До обеда песня не льется на улице. Так что, як вам придется спевать, до обеда не спевайте на улице. Оно прижиматься, як то нету такого движения в нашей песне. Не разносится песня по селу так, як от до обеда спеваешь. Мы до обеда не стараемся спевать. Вечером, вот заметьте, як вечером и льется песня. А з чим гэта звязана? Ну, это с природой, видимо. Может, атмосфера так давить, может, и что, не знаю. Что-то, я уже объяснить это не могу. Але вы гэта дакладна адчуваеце. Это на сабе. отчуваем. Традыцыйная песня для вас гэта акапельная песня? Эти песни, семейно-бытовые, они не идут под аккомпанемент. Они попортят нашу мелодию. Никто не воспримет так эту песню, и зритель не воспримет так. Она до души не дойдет. Ты выговоришь, ты все, тебе никто, тебе музыка не мешает. Песню надо вылить с душою. Она не пойдет под аккомпанемент. Она сильно уж такая у нас песня, як вам рассказать, ну, широкая, где-то с остановками долгими, где-то, ну, так гармошка не подберет, ни баян, никто. Музыки сюда не надо под наши песни. Колесныя песні не пад акампанемент. Не под аккомпанемент. Частушки спевали под гармошку. На, пожалуйста. Хай на самый высокий тон берет эта гармошка. Частушки подходят. А песня не. Ну, є там такие другие песни, что можно мой под этот аккомпанемент, но наши деревенские песни не спеваются под аккомпанемент. Вот уже научились наши песни. Попробуйте, чтобы вам їх хто подыграл. Що ён буде? Як ми завели туман, туман, очак. Як там та гармошка тобі це виведе, того крючка зробить і все так. Калі вы спяваеце, то людзі хутчэй за ўсё нешта адчуваюць. Нешта адчуваюць, правильно. Як вы гэта робіце, каб людзі нешта адчувалі? Не знаю, як вам і передать. Як нам... Ну, як-то у нас получается передать нашу песню так, чтобы она упала людям в душу. Мы спеваем душою, мы не отбываем отбываловку. У нас нема таких спеваков, чтобы она пришла не по силе своей, ее заставили. Поэтому, я думаю, люди и спевают так, что ее душа у этой песни, она ей вилажує. Тож треба як-то інтонацію тую дати той пісні, що, про що там говориться, співається. Хачу трошки паговорыць пра ваш рэпертуар, скажу гэта сучасным такім словам. Вы вось згадвалі сямейна-бытавыя песні, у вас іх шмат. Так, і яшчэ у вас ёсць абрадавыя песні. Да, у нас абрадовые, мы выполняем все обряды календарного цикла годового по кругу. Все у нас обряды проводятся, и каждому обряду там песни спеваются. На Юрья ведется Юрой спевается, на Коляду колядные спеваются, на Пасху пасхальные карагодные спеваются. Які так, на Кермашу сімейно-бытовые застольные, Христины, на Христины тоже є такі пісні, то про кума, то про куму. На веселье весельный обряд у нас проходит, вот каравай, мы сейчас выполняем каравайный обряд, что даже к нам ездить на этот обряд, и из Москвы приезжали, из Новгорода приезжали, и из Минска приезжали, из Гомеля приезжали, из Речицы приезжали, из Бреста приезжали, из Гродно приезжали. Як они уже, это туристы, вот узнали наш обряд, этот один одному, видимо, передается, и едут сюда к нам, вот только перезванивают. У нас у Турове этот заповедник, сюда едут на экскурсию, заповедник нам уже обвещает, приехали туристы, хотят к вам приехать на ваш обряд каравай. Ці можна сказаць, што
абрадавыя песні, менавіта каравайныя і прымеркаваныя да вяселля, у вас захаваліся найбольш? У нас заховались все весельные эти песни. Правильно. Мне было интересно самой. Я к старшим этим нашим женщинам ходила по селу. Мне не диктовали, як она спевается точно, потому что мы-то с детьми бегали за веселье, слухали, а як песни тые слова, хто їх не могу хватить так. Потом уже, як я стала соображать, то уже таких и весельев не стали робить. Уже веселье робять по-простому теперь. У кафе, там эти весельные песни не подходят, там уже это свадьба, свадьба, свадьба пошла песня. Уже такие спевали песни. А эти песни мы возобновили. И мы Вы паспелі сабраць у старэйшых у яшчэ старейших жанчын. женщин. Весельные песни, это и каравайные именно, какие каравайные, и весельные каравайные. Такие каравайные песни на веселье не спеваются. На веселье спеваются уже другие весельные песни. Каравайныя спяваюцца Только як папярэднія дні. розчиняють каравай, пекуть каравай, и уже угощают после этого всего каравайниц за столом, уже могут вот такие песни это спевать. Вот такая у нас фата была, венок просто, и сзади марля накрахмалена. Такая была у меня наряд такой был. А до меня ж такие, то вообще белого не было, ленты висели, там, тут венок, а там ленты. Пофотографируешь. Вот ты меня тут познаешь. Шли з сена. Там я, сестра, батько, брат. Гэта вы? Это мой брат. Это сестра, вот я. Гэта вы. А это меньший брат, а это жена его, это я, и муж моей сестры. А это мой брат, это я, это меньший брат. Батька тут нема. Так. Вот у меня вот такая фотография есть. Передача ткацтва. Молодые дети малые. Вот теперь они уже эти, уже студенты все. А то, что які ще малые были, тоді ходили. Вот на. Частушки співає, там на ветру неді розвиває, ветер і фортуха на голову закидає. Вот мой батько в армейской одежде. Вот наша фотография у Минску. Матчина песня было выступление. Вот тут и мой батько, тут ото муж, ото жена, ото той шруб Марусин, вот этой высокой Маруси, вот это шруб танцор и спевак. Вот мы спевачки, у нас были такие костюмы свои на улице. Возле этого здания, вот что теперь раскидана крыша. Вот это я. Вот наш коллектив, вот тоже мы в Минску снимали, готовились к выступлению уже. Тут к нам кто-то брал интервью. Вот наш коллектив. Вот наш коллектив. Вот наш коллектив. Это наш аккомпаниатор бывший. Же его тут выехал. Это я тоже с ним запеваю песни. А это наши женки стоят. Еще которые уже все поумирали. Вот мы со шрубом спеваем тоже с этим. Я говорила, у нас спевал, вот я. И вон тоже где-то была масленица жидковейшая, да мы спевали. Вот такие фотографии любительские. Кто вмів фотографії, не було чим. Вот ще наші жінки співають. Ото я, ото всі остальные стоять. Ото коллектив співає. О, наконец-то тут у меня эта фотография. Вот такой коллектив у нас был в 57 году. Вот это. У 3 ряди, бачиш? Вы тут есть? Нет, я ще соплива була. В 57 году мне было 10 год тоді. Да, А это ездили, який то був, где дети? Это зрители, это был фестиваль, у нас робили День молодежи у лесу там сцену робили, и это выступали, съезжали все коллективы. А мужчины это все спевали? И это все спевали, это личевские все хлопцы. Вот тут наши жінки, это еще несколько жінок є, которые до теперешнего часу спевали з нами. Мой батько, это я и моя сестра двоюродная. Вот он, наконец.
тоже в молодости. Это наш аккомпаниатор, а это я выполняла песню сольную. Где-то уже я не помню, где это мы были. Он там у нас хор стоит наш, коллектив хор. А я это тут запевала, спевала. Это были 80-е годы. Я хотела бы яшчэ папытацца пра так званыя лесавыя песні. Лесовые. Гэта такі від, который рэдка дзе сустракаецца. Ці можаце, калі ласка, распавесці, што гэта, чаму яны ў вас прыжыліся, жывуць, што гэта за песні? Ад каго, можа быць, яны? Они нас, сколько я и помню. Вот теперь уже у нас не держать корову, и до сена не косять на болоте. То они уже теперь могут раздаться где-нибудь. По грибы кто пошел, по ягоды, да у час якого відпочинку стане, як спина заболит, то стане об сосну обопреться, да заспевая песню. А раньше сено косили на болоте. И эта песня спевалась в лесу, тоже вот так, гребуть твое сено, или, ну, косить, то мужчины косили, а уже гребли то семьями, там и целая семья, и спевали, утомляются, сели пообедать. После обеда, к вечеру особенно, по лесу песня «Иди за несколько километров», ее несе воздух. И она, як заведе, она такая протяжна, песня лесовая. Особенно, вот невестка пришла с другого села у нас, пошла на болото сено гребти. Ее эта же песня, она слухает эту песню, она больется слезами. Ну вот она там спевает, что выйду я на улицу погулять, на улице трава мурава. Да куды ни гляну, то чужа сторона. Она тут чужа, она ще не привыкла, она слухает эти песни, она плачет, сидит, на ее спевают ее. Там ты на чужой стороне. Только с соловейком она может поговорить, она не может никому свои беды рассказать, мы ее там и обидели в той семье. Она только с соловейком может поговорить. Соловейка, ты мой братейко, чи ты был на моей стороне? Чи не плачут отец, мать по мне? А он ей отвечает, плачут, убиваются, что с субботы прибираются, а в недельку дожидаются. Это чтобы в гости пришла дочка. Это песня лесовая Это у вас лечится? Это песня лесовая. И она вот именно на лесовый манер спевается. Ну, значит, лесовые песни, они не имели такой, як бы, абрадавасці. Вось як вы про каравай распавядаеце, то у лесавых песнях такога няма, але гэта і не сямейна-бытавыя песні. И не семейно-бытовые, а они как бы, ну, лесовые. Вот у нас только в лесу. На горе Сухий Дуб, тоже такая, на горе Калина, тоже так, як это про жизнь, про эту молодую жизнь, як они сходятся, як кому-то повезе, кому-то не повезе в жизни. Кто-то женится по любви, кого-то заставили, поженили. И это все вылаживается в песни. І лесавыя песні, яны заўсёды такія тужлівыя. Ну, я думаю, что да. Они розповідають ту душу, у кого нема такого вельми щастя великого, который, ну, я ж говорю, раньше ж як ішли замуж, раньше ж по выгоде. Брать треба невестку, когда то казали, не с хоровода, а с огорода. Гляди тую, которая в огороде, а не в карагоде. Потому что та только будет бегать на пение, на песенки, на гули. А та, что в огороде и раком стоит, вот ту бери, та будет дело робить. А так и женили. Ці можна сказаць, што людзі ішлі ў лес і як бы дзяліліся сваім горам, не ведаю, праблемамі, што яны лесу маглі даверыцца, што вот людзі, магчыма, іх асуджалі, казалі, што рабі. Она боялась свае рассказать беду свою, она не могла, як цяпер я не буду, да 5 поменяе, тады не поменяешь. Тады жила, беду свою могла только, да, говорить с березкою и с дубочками, с кем хочешь. Она там могла душу свою вылить. І вось вы гаворыце, як быццам бы пра жанчын, што гэтыя песні спявалі жанчыны. Только женщинам. Они идут только женщинам. Мужчины так не страдали, если их силком женили на какой-то девце. Они не страдали, а страдала женщина. Мужчину не по силе женили. Он пришел в хату, вечеру на стол,
По вечеру забрался, пошел. Куда пошел, и не твое дело, куда я пошел. А ты сиди, у тебя дети. Вот так мусила жить, одеваться. Я на волі не мала. Мужчина, хоч і його женили не по любви, то і він волю мав. Він знайде собі свою любов, зустрітиться. Жонки не було ходу нікуди. Ваші шматлікія песні, які ви ведаеце, я думаю, што вы нават і не скажаце, ну і не лічыце, колькіх тых песен вы ведаеце. Вы іх ведаеце просто шмат, вы з імі Я жывеце. навіть не знаю імі числа. Як ви ўспрымаеце вось сэнс гэтых песен, якія вы спяваеце? Вы бачыце ў іх сімвалізм, вы знаходзіце для сябе нейкія адказы, можа быць, схаваны сэнс? Ну, конечно, можно ж поравняться у каждой песни с чем-то, что у тебя такое, вот как тебе так было, или же это добре, а это плохо. Знаешь, это что, ты ж чувствуешь песню, знаешь, про что она рассказывается в ее. И переживаешь, и поплачешь, бывает, заспеваешь песню и поплачешь, что про что там спевается. Ну, ее переживаешь душой. Я, например, каждую песню переживаю душою своей. Где радостная песня, тут и настроение, а где такая вот, там слезы наворачиваются. Ну, может, кто так может спевать лишь бы так? Ви представляєте, отже, чутно, як чоловік переживає. І чутно чоловіка, як він прийшов в хату радісний. Так оно і в пісні ж. Якщо він на того виражає, його ж взгляд не той, його і движення не тое. Якщо пісня така його за душу бере. А скажыце, калі ласка, вы пераймаеце песні ад сваіх продкаў, ці вы складаеце самі песні, прыдумляеце, як таксама народныя творцы? Бывае такое. У нас где-то на Житковицкой зоне ішло мероприятие, девки в том клубе зарабили осенью такий обряд. Журавиновая завируха. Бегають в болото по ягоды, журавины брать. И нас туда вызвали на этот ихний праздник. Ну что им заспевать в этот праздник? Журавиновая завируха. Девки, давайте, что вам придумать? Я лягла спать, мне сон не бере. До ранку сложила якісь там стишки. І пошли ми за той піснею співати на ходу. Як там пішла я в болото, да я в болоті загрузла, як її жінки витягали, як вона прийшла додому вся мокрая, зато в її настрою її мішок журавін за плечами, що на завтра знову пойде в ліс. І от так як то вийшло. Є такі моменти, що воно якби приходить тобі вдохновення якое-то, чи що. От. И сложится песня этого. Сложилась, и мы ей так спевали, всем понравилась она там. Распавядзіце пра сёння, пра ваш гурт, які там чалавек, хто гэтыя людзі. Ну, мы уже як одна семья. Як одна одну понимаем. Можешь и погрубить. Ну, я поняла, в чем дело. Ну, як вам сказать? Ну, як вот у семьи. Мы уже все близкие, мы уже все як родня в нашем коллективе. Мы годами работаем. Мы понимаем слово с полувздоха одна одну. Може, коли хто і покривдиться, то сам з собою. Хай покривдиться. Раскажыце пра тых, хто пераняў традыцыю ад сваіх продкаў. Я сама первая, это я переняла от батьков своих. Я переняла. Там у нас Маруся тоже, вот высокая того, на подголосах, что бере. Назовіце прозвішча. Лазицкая Мария Николаевна. Ее мать певица была, Бог знає якая. И она от матери тоже багато песен к нам принесла, что даже мой батько их не знал. Она принесла от матери свою, это темненькая дорожка. У нас гурт спевает не только гуртом, а бывает по двоих, по троих. Вот мы, я, она, Мария Николаевна, и Александр Григорьевич, мы вдвоем. Она берет на подголосок. Ее народный голос, той, который берет, вот именно народную песню, лучше за ее никто не возьмет на подголосок. У нее такой голос, именно на эту нашу народную песню. Уже в других песнях, вот яких мы веселейших этих спеваем, что теперь авторские всякие, она уже там не подходит. Уже берет Лариса, там Оля берет. А можете патлумачыць розніцу? Там по пению разберешься, сразу чутно. Вот же у вас это
Юля спевала так вчера. Королец сразу сказал, народный в ее голос. Народное пение. У ее, ну, или то, я не знаю, як вам її об'яснити, ну, коли я така вже грамотна музикальна була, тому я б об'яснила. І он не то звучання зовсім. У гэтых ён які-то беднейший. Хотя же звонкий, яркий, но он все равно в нашу песню он беднейший, як то отшлифованный такий, ці, що як сказати вам не знаю. А этой голос, он широкий такий, он ведется, аж дрожить, ну не знаю, аж душа дрожить, як этой голос веде народный, от хто по народному пению это. А калі Дубравіца спявае на сцэне, у вас дрыжыць падлога пад нагамі? Чого? Тепер не дрижить, мов, хто перший раз піде, того і дрижать, і ноги, і подлога дрижить. У нас не дрижить. Не, я маю на увазі, што працуюць, ідзе такі рэзананс, рэзанатар так працуе, што вібрыруе Ну, не знаю. ад магутнасці голаса. А может быть, если, да, если ще к нам мужчины подойдут, то у нас он, да, будет. Ну, як вчора з вашими мужчинами заспевали, то у нас заплакали в зале люди. Теперь меня встретила женщина, на договорец мы плакали. Вот эту, ой, да ты калинушка, это, каже, можно было, это, не, это что-то с чем-то. И все за эту калинушку. Это сколько вот, а я шла с дому до клуба, я дойти не могла полчаса. Тут одна остановила, там другая остановила, там мужчина остановил. Какие вы молодцы. Ну, конечно, где мужчины, там и может быть резонанс такий, а бабы так не смогут сами без мужчин. Мужчины ценятся, которых теперь не можна запросить ніяк. І знаю, що може, знаю, що заспіває. Упросить не можна. Распавядзіце, калі ласка, пра вашага адзінага мужчыну зараз у калектыве. Наш Саша Григорьевич, это наше золото. Ён на все здатный. И он даже, скажут тебе, не так фартух привязанный. И он и по мужской линии, и по женской, он тебе все объяснит. Он и сутешить, если что не так. А спевать, як он тоже любит вот эти народные песни. И он все тоже, гвалт. Николаевна, пошли. Николаевна, я почул там такую песню по интернету народную. Ой, меня душа, каже, болит. Пошли. Начинаем, зато теперь песню схватили на свой манер ей, на свой, ну, совсем не переробишь, но и все равно же пение наше будет отличаться. Каждое пение, одна та сама песня, но пение разные у каждом коллективе. И спеваем, Саша у нас это Саша. Вон нам и каравай поможет вынести, вон у нас и в весельных песнях, вон нас и, ну, кругом. Этот человек такой на все здатный. И танцевать, и спевать, и с людьми говорить, и людей, и беседу провести, и за стол посадить, и с людьми поговорить, и угостить, и все на его, и он на все здатный. Александр Григорович гэта якраз такі чалавек, который пераняў ад свайго бацькі, і вы ведалі і бацьку, і спявалі з бацькам. То... И бацька спевал, и Саша спевал, и все в коллективе спевали. Разом, все разом спевали. Ці адрозніваецца, як спяваў бацька, як зараз спявае сын? Ви знаєте, що в їх яке-то сходство є. У його, як і то, теж така манера на пение, як у батька. І він теж, як і то, є сходство. Гэта значыць, што ён пераняў. Це значить, що да. Распавядзіце, калі ласка, як вы працуеце? Як часто вы сустракаецеся з гуртом? У нас 2 рази в неділю репетиція. Суббота и неделя. Уже где-то так к обеду. У нас это дни такие больше свободнейшие. Люди занятые же. У нас работы, знаете, какие в деревне хватает. То парники стоять, то в лес треба сходить. А уже суббота, неделя уже мы работаем. 2 раза в неделю. Распавядзіце, як вы працуеце. Мяне цікавіць, калі вы прыходзіце на рэпетыцыю і вы якраз укараняеце новыя песні ў рэпертуар, ці адраджаеце песню. Вот, як вы працуеце з гэтым? Ну як, от я эту каліну, ой, да ты калінушка,
вона мене в душі давним-давно. Ну як то я ще в цей колектив їм так напела трохи, давайте, девки, раззвучим эту песню. Переписала їм слова, всім руки подавала, давайте. Но як то вони її закинули і не продовжалося. На это на меня песня, на душе она меня мучила больше года. А вот в этом году уже мы за ей серьезно взялись. Давайте, девки, будем учить. И Саша тоже сказал, Саше нравится эта песня. Значит, Саша и я, Саша мне помогает. Все, девки, надо учить. Сели. Начали. Вот так мы учим. То будем учить, это нравится, не нравится, надо, давайте. А то и не нравится, ну, учись, нравится, не нравится. Спевай, моя красавица. А потом уже же им понравится. Вы знаете, кажется, ой, не. А потом выйдешь на сцену и преподнесешь людям, як зал воспринял эту песню. Она уже зовсім по-другому и тебе в душу и лезет, понимаете? Уже не раді. Ой, хороша песня. Як ви вчите нову пісню? Ви співаєте, ви показуєте, яка показываю, мелодія? як мелодія сначала. Давайте вот так треба. Я її запою столбика. Ну, где-то хто-то чув, где-то таких же пісень нема, от що вже ніхто ніде не чув. Може є там, то є і такі, то вже ніяк то тянуться потім. А так вот покажешь, вот так треба, давайте попробуем, давайте по одному столбику. Или даже по одной строчке. Первая, вторая, потом соединяем, чтобы это есть такие песни тяжеловатые, которые они не могут сразу. Это же молодежь, вот уже Ира моє дитя. Она ж таких не будет знать песен, ей не получится так. И ей ту Иру треба ну, наламать вот на этот наш мотив. Я им покажу, потом слухаю. Звук этой чей і як куди ведеться. Це правильно. Ага, ти тут трошки не туди. Треба ровней і ніже. А то ти береш на вище. Я чую, що ти береш вище. А як? Ну то от так. Так, девки, подождите, я їй покажу. Так, она поняла, ага, хорошо. Дальше пошли. Співаємо. І я вже буду слухати до кінця. Столбик этот, як він ровно йде, де які помехи, я сразу їх останавливаю. Тихо, вот тут у тебе того и то. Ну, як то получается. Коли от на сцену ви виходите, що менавіта ви починаєте пісню? Чому менавіта ви починаєте пісню? Видимо, им легче так, конечно, без клопоту, кто начнет там за мной потянуть. Так же им лучше, как. А если, ну вот, тут же, если песня под музыку, тут можно чувство, ну, музыка дает тебе время, раз, стать. А если без аккомпанемента, тут кто-то может пойти лесенкою, той начал, той кончает, той не вовремя ухопил, той получается шум. Там не начнешь сразу все, чтобы гав и звук пошел. Так не можно. Треба, чтобы кто-то раз начал, і тоді вже вони включаються сразу. Ну, треба почати на потрібній вишині, у Треба, потрібному да, темпі. На потрібній вишині саме головне почати, щоб підголосок не трудно йому було підтягувати. Для вас гэта складана? Ні, я як то вже знаю, як то вже. Мені, може, такий тон голоса від природи. Вось есть такое паняцце, кажуць спетыя людзі, спеты калектыў. Можаце расказаць, калі вы сталі адчуваць, што у вас ужо спетыя людзі, спеты калектыў? Вы знаете, вот теперь, если я не буду стоять возле своей, кто около меня стоит, достанет около меня другая, я уже чувствую. Все. Каждый должен знать свое место у коллективе. На другие не перейдешь, потому что совсем чувствуешь не то пение. Ты сам чувствуешь, ты можешь испортить что-то, не туда потянешь. Даже чувствуется, что не той человек около тебя стоит. Вот это спетые. Я уже чувствую ее голос. Як ее голосу пристраиваюсь. Я знаю, як мне потянуть, як ей, чтобы мой голос улился сюда. Я уже... А если станет другая, тая мяне зноў не пойме. І в нас не получится того пения хорошего. Вы стаіце заўсёды з аднаго краю, крайняе. Крайняя. Каля меня всегда стоит, так и все.
Каждый стоит коло одного и того же самого человека. Это они спетые, они чувствуют одна одну. А па якім прынцыпе выбудавана гэтая паслядоўнасць людзей? Ну, подголоски в одной стороне, а эти вторые партии отдельно стоять. Вот, а те отдельно, ну не отдельно, вместе, но с одной стороны стоять первая партия, а вторая тоже сюда. Всё, мы перемешку не становимся, чтобы вот поставить там подголосок, а тут бас, такого не получится пения складного такого. Але падгалосак робіць звычайна адзін чалавек? Ці Не, у нас аж на 4 было, теперь уже и поменьшило трохи, я же говорю, у одной муж помер, другого мать померла, то дядька, одне з одним связанным, родня, и вот они уже не ходят. То на меня было 4 человека на первой партии, но треба же их тоже так было привыкнуть одна к одной, чтобы все равно как один человек, чтобы голоса их не раздавались, а каждый по-своему, а чтобы оно шло у одну, как свечка горит. І каб быў баланс паміж першым голасам і другім голасам, які мусіць быць асновай. Правильно. Да. Як вы гэты баланс шукаеце? Ну, это все набывается со стажем. Сразу такое не получится. Ну, вот коллектив спелся, значит, вот, понимаете, уже они подвозят, даже у нас могут в зале не разобрать, сколько человек берет на первый голос. Значит, это правильно поется. Ёсць такое паняцце, як гігіена голасу. Асабліва для спевакоў, каб захаваць свой голас. І вы столькі год спяваеце, і вы ў паважаным узросце, і пры гэтым ваш голас захоўваецца. Магчыма, ён змяняецца, калі вы параўнаеце сябе з 20гадовай і ў 70. Конечно, змяняецца, але тым не менш ён не перастае гучаць. Вы клапоціцеся пра гэта наўмысна неяк? Як сказать? Ну, який голос? Если голос ты пересилишь, солешь связки, вот тобі і голос твій пропав. А треба як-то, ну, от про що ми говорили, що у тон, який тон начнеш, щоб ніхто, щоб правильно начать у правильному тоні, щоб ти не надривалась, як співаєш. Якщо ти надриваєш силою, ти не п'єш, а кричиш. Это не пение, это крик, во-первых, и ты с усей силы ты разорвала свои связки, порвала. И голос твой охрипне. Але пры гэтым задача стаіць спяваць гучна. Правильно, гучно. Ну, як-то так, оно и получается, если не гучно будет там, если ты начала вообще низко, на низкую ноту взяла, то там оно так гучать не будет. Вот треба там таку подобрать тон этой песни, чтобы она и звучала, и не высоко было, и не низко. Она тогда звучать будет. Это треба... Ну, вот представьте себе, мужчины спевают, ну, это уже мужчинам подобрать под женский бас тоже тяжело. А если женщинам под мужский бас тоже тяжело подбирать. У нас не получается, нам тяжело спевать, если начинают мужчины басом своим низким. И мы подголоску легко спевать с мужчинами. А если мы начнем в своем тоне, тяжело спевать мужчинам. Ну, это уже они через силу берут свой бас, если начинает женщина басаваць песню. На прыкладзе вашага гурта мужчынскі і жаночы спеў. Падыходы, як спяваюць мужчыны і жанчыны, адрозніваюцца? Акрамя таго, што мужчыны звычайна бас спяваюць, жанчыны вышэй. Як, если разом спеваем или каждый отдельно? І так, пра стыль спявання і манеру спявання мужчын і жанчын. Вось калі вы нават як кіраўнік гурта працуеце з мужчынам і з жанчынай, якая розница? Яка розница? Я вот, если Саша у нас спевает, Саша, ты, говорю, меня не слухай, я беру второй партии. Ты слухай первую партию. Вот если он берет по мужским голосом первую партию, его голос сливается с нашим басом. Но если он берет свой бас, и он будет густи, як чмель. Вот так он, своим голосом. Если под наш тон мужчина возьме, и он будет густи. Ты, Саша, ой, ты який
чмель там гудзеш. Ні, ти слухай, дівок, перву партію і своїм голосом. От тоді його голос вольється сюди, к нам, у наш бас. Якщо ви замітили, як Саша бере. А вже, от як мужчини к нам вже хором своїм подошли, вони вже там басують, там на подголосок бере, їх закриває цей бас. Вот там, где много мужчин, где хор, мы уливаемся. И то им тяжело брать с нами. Вот як эту брали Калинушку, так под наш бас моими было и тяжело брать. Им можно было ниже, может быть, взять, если бы они сами спевали. Ви використовуєте слово гармонія? Гармонія? Ну, я-то його не використовую. Я так можу сказати, що о, тепер лється, як у дудку. Ну да, нам лепше. Це наша гармонія. Міркуючи по речову і по співній вашій спадщині, то у вас вёска, дзе жывуць і мужчынскі спеў, і жаночы спеў, і Правильно. паасобку, і разам. І раз. Бо гэта пытанне да таго, што у цэлым зноў-такі такое стэрэатыпнае, што гэта больш жанчыны спяваюць, што гэта больш іх удзел. Атрымліваецца, гэта не так на Не вашым так. прыкладзе. Компанія собралась, хлопці, дівки, і там мужчини, жінки разом співають. Є таке, що й самі співають, хлопці. Ну, мужчини. Зараз хлопцы як быццам бы лічаць, што магчыма, ну паколькі вот у вас менш, то можа быць гэта не вельмі іх цікавіць, але ў традыцыі гэта абсалютна роўная цікавасць. Роўныя. Так што вучыцеся з хлопцамі спяваць. Добра. І яшчэ давайте паговорым пра пераемнасць. Увогуле проста ўсё, што мы з вами гаварылі, вельмі часта вы трапна адказваеце, але я маю на ўвазе, вы тлумачыце, як гэта працуе. Аднак усё роўна гэта зводзіцца да таго, што вось у вас ёсць бачанне, у вас ёсць дар, который вы выкарыстоўваеце. То як вам здаецца, ці можна і як можна пераняць хаця бы нейкую частку? Мы взяли сабе девочек. У Ларисы Михайловны внучка. Она ходит у 4-й ці в 5 клас. Є там ще девочки, напарницы. Мы их себе пригласили. И вот они с нами спевают песню «Туман, туманочек», «Туман, туманочек», эту, и «Калина-малина». Они спевают. Так, Ларисина внучка стоїть возле Лариси, у її такий голос, як у Лариси. Вона бере першим голосом. А як я їх вчила? Вот ти мені листочки на роботі, от тако б мене там спросила, я вам показала б свій, якби, як вам сказати, нотна грамота. Но та нотна грамота не по нотах була, а тільки чорточки, та довга, та коротка, та довга, та коротка. Я їх вчила, от як співається, як на розпівочку йде це слово, як з остановочкою, як швидко говориться, там їм ділила по складам це слово, і тут така коротенька рисочка, там длинніша рисочка. Я їх навчила співати з цими переливами нашими, кажу, не чули наші хлопці. Ми їздили на фестиваль сімейний, і ці дітки з нами співали. І нас одобрили, ми привезли диплом 2-й степені. Детки наши спевали с нами. Эти 2 девочки стоят с нами во 2-й партии, а это ее Ларисина, она берет 1-ю. И точно так, как Лариса веде. Вчили як то научись треба. Например, я напишу «Ой, туман, туман, о, уже чутно о тянется». Вот аж я ее растянула, ту рисочку там буквы о. Чтобы дети поняли, и где як ее поставити этого, розвести, у який бок його потягти, його коротко, його з розпівочкою. І от навчилися так діти наші по этому моєму запису. Переливами ви називаєте? Ну як? Коли ёсць... Туман, туманочок. Чуєте переливи такі? Очак. Это вони, хлопці наші, мучились, пока понаучивались наши крючки. Сказали, у вас крючки. Такі. Ну, магчыма, гэта вот да пытання пра стыль. Может. То вось крючки ідуць у адметнасць. У адметнасць, можа быць. Вы прыводзіце прыклад усё ж такі
вашых мясцовых, Мясцовых. тым больш, што вось бабуля спявае і ўнучка Адна пераймае. пераймае. А калі паглядзець трошкі далей, і вось людзі, якія, магчыма, жывуць у горадзе, магчыма, у іх няма бабуль менавіта, якія спявалі, але якім цікавы традыцыйны спеў, то ці можам мы ўвогуле гаварыць пра тое, што гэта можа пераняць, жывучы ў гарадскім асяроддзі? Я считаю, что да. Если человек вельми любит песню, если он хочет спевать, он научится. Он перейме. Хай ему пройдет время, она ему останется, и она вольется в его, и он все равно будет спевать так, как я. Вот на вашем примере. Як рассказали, они нам показали видео, как они наши песни исполняют там, на сцене у Минску, где-то у парку, где. Я бы не сказала, что это минские хлопцы, это речевские спевают. Вот это уже да. Можно, значит, можно, если человек хочет. Но если не хочет, то не заставишь. Это той будет спевать, который любит песню и хочет ее научиться спевать. Ему с молодости никто в уши не вливал вот эти напевы, вот это все. Чтобы он с детства, это ему, конечно, он же тогда ліпше научился. А теперь ему треба время, но время прошло, и научились. Кто скажет, что вы не так спевали с нами? Вам цены нема, хлопцы. Атрымліваецца, з аднаго боку мы кажам, што шмат песень вы ведаеце, вы захавалі, але з іншага боку ўсё роўна вы спяваеце, ёсць нейкі набор асноўных песень, якія вы спяваеце многа разоў, такая цыклічнасць. І што яна вам дае, што як бы не надакучвае гэтая песня, неяк прыядаецца? Навек новая песня – это новый интерес к ёй каждого. Вот хочется ей разучить. Оно яко-то идет циклами. Это уже мы работали над этой, например, программой и год, и больше. Уже кое-какие другие новейшие вышли. Так, нашли, составили программу, то уже как бы отошло. Потом оно уже может всплыть и обратно к нему вернуться. А к новому оно же к новое. Всегда новое, оно интересно, оно и хочется его больше петь пока. Но ты напетые песни, они уже их можно ехать без куда хочешь и як хочешь, и прямо без репетиции их можно встать и выполнить эти песни. Спетые, напетые, те, что мы раньше спевали. Можешь слова забыть, потом оно самые повсплывают, и слова, и все, ворочаешься, и ей спеваешь снова, как новая песня у себя. Вот одна программа мы над ей, потом, там осталась, я могу перелистать, те меня программы подшитые, перелистать, вот такая же песня, мы же ее спевали так, она нормально, давай ее назад сюда. Надоедаюсь некоторые песни, что постоянно их спеваешь. Вы не казалі, што, распавядаючы гісторыю свайго гурта, што вот папрывыкалі мае людзі, вось, которые да вас прыйшлі, што ўжо вот пахварэлі гэтай хваробаю. Чаму гэта каштоўна для вас, менавіта як вас, асобы, ваших людзей і тых людзей, которые вось да вас прыязджаюць, і магчыма, которые, ведаеце, хто дубравіцца, гэта той гурт, які застанецца ў архівах, у запісах. Раз оно людям нравится, значит, это результат нашей работы. Раз оно осталось у людей, и люди любят, и люди ездят, и люди слухают, люди переймают. Если бы мы ее исполнили, сковеркали так сюда-туда, она бы и людям не понравилась, и никому она не надо, такая песня. А если песня отработана, исполнена, она по-другому воспринимается и публикой. Ну, а для вашага жыцця, для вашага самаўспрымання, вось гэтая хвароба спеўная, як яна вам жыццё дапамагае жыць? А помните такие слова, что нам песня строить и жить помогает? Помогает песня. Это не лить же слезы каждый день. Можно человек от думы померти. И каже, мой батька когда-то казал, сколько я не плакал, вот с войны пришли. Вы знаете, сколько погинуло людей? У моей матери 5 душ положили в одну ямку, в лесу закопали. Немцы убили. Но люди приехали с войны, в село уже освободили.
Люди ожили, люди стали спевать. Поплакали, поплакали. Да каже, сколько я не плакал, то был одинаков. А став песенки спевать, став я горы забывать. Ну, помогаешь песня, не только нам, во все времена. Девчина, По зеленому саду. куди повел? Я вам дав мотив. Куди пойдем? Ходила девчина по зеленому саду, Щепала, зривала зеленый виноград. щепала,